О бюджете Северной Осетии и новой должности Михаила Ратманова расскажем. Это новости на телеканале «Осетия». В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Присвоить статус особой экономической зоны заместитель министра России по делам Северного Кавказа Одесс Байсултанов прибыл в Северную Осетию, чтобы обсудить реализацию проекта «Мамисон». Какое решение приняли и как скоро может быть реализован долгожданный проект? Развитие математического образования без преград. В РФМЛИ с этого года обучаются 8 ребят из районов республики. Режим пребывания в лицее-интернате круглосуточный. Об экспериментальном учебном процессе в материале моих коллег. Владикавказское художественное училище имени Азанбека Джанаева отмечает юбилей. К 45-летию организовали большую выставку. Что показали зрителю и чем гордятся? $7,5 миллиардов рублей необходимо для реализации проекта «Мамисон». Об этом заявили на встрече с заместителем министра России по делам Северного Кавказа Одессом Байсултановым. По словам министра экономического развития республики Казбека Тамаева, уже сформировали документацию, чтобы присвоить проекту «Мамисон» статус особой экономической зоны. Первая часть проекта оценивается в $4 миллиарда рублей. Эта сумма необходима для обеспечения инфраструктуры. Параллельно провели работу и по привлечению инвесторов. Уже есть предприниматели, которые изъявили желание инвестировать значительные суммы. Руководитель направления по туризму Агентства развития республики Олег Карсанов презентовал проект, согласно которому курорт будет рассчитан на 3500 койко-мест. Также это позволит создать около 3000 рабочих мест. Сейчас для проведения предварительных работ выделено $100 миллионов рублей. По словам Одесса Байсултанова, этой суммы достаточно, чтобы начать первый этап работ и привлечь из федерального бюджета дополнительные средства для реализации проекта. $7,5 миллиардов рублей – это, скажем так, такой основной первый этап. Эти деньги будут после того, как мы уже рабочая группа отработает, будет принято решение, я в этом не сомневаюсь, эффективность и целесообразность возобновления проекта «Мамисон». Это даже сегодня видно невооруженным глазом, но нужно, короче, технически проработать. Нужно проработать проектно-сметную документацию. Там будет уточнена сумма 7,5. Это пока так усредненная цифра. Может, она будет больше, может быть меньше. Пока предварительно просчитана. Поэтому говорить о сейчас четком выделенном объеме средств, считаю, чуть-чуть рано. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Одесса Хасавича, Министерство по делам Кавказа, Сергея Викторовича Батарева, всех тех, кто нам помогает в том, чтобы строительство курорта возобновилось, поэтому Одесса Хасавич уже сказал, прежде всего нам надо вернуть ОЭС, особую экономическую зону. Как только мы это сделаем, то и параллельно этому мы, конечно, хотели бы работать над проектированием. При наличии этих двух документов, ОЭС и проектно-сметной документации, мы сможем рассчитывать, я надеюсь, и на финансирование данного проекта для того, чтобы его реализовать. И тогда уже конкретно определится и сумма, потребная для того, чтобы реализовать этот проект. Северная Осетия вошла в пятерку регионов-лидеров по реализации федеральных пилотных проектов Фонда социального страхования. Об этом сообщила управляющая региональным отделением профильного ведомства Залина Айларова на встрече с Вячеславом Битаровым. Речь идет о нескольких федеральных программах: прямые выплаты, электронный больничный лист, электронная цифровая подпись. В этом году в Северной Осетии сформировали более 42,5 тысяч больничных листов. А по проекту «Прямые выплаты» с 1 июля этого года ежедневно специалистами регионального отделения фонда проводится проверка назначения и выплата пособий застрахованным гражданам. Также Залина Айларова отметила, что самая главная задача ведомства – это соблюдение и обеспечение социальных прав граждан-льготников. Бюджет Северной Осетии на следующий год будет дефицитным. Разница между доходами и расходами составит 53 миллиона рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Северной Осетии Алан Загоев на публичных слушаниях. Он также отметил, что казна республики в следующем году пополнится почти на 26 миллиардов рублей. Это безвозмездные поступления из федерального центра, дотации на выравнивание бюджета и целевые федеральные средства. Сумма пока корректируется. Бюджет республики будет меняться соответственно. Основной
основное направление расходов – социальная направленность. Зарплаты государственным служащим, выплата пособия, организация отдыха для детей из многодетных семей. Всего на социальную политику в 2019 году заложено почти 4,5 миллиарда рублей. Обязательное медицинское страхование неработающих граждан – 3,5 миллиарда. Образование, организация процесса, создание новых учебных мест и обеспечение учебниками – 7,5 миллиардов рублей. На культурные мероприятия направят 1 миллиард 300 миллионов рублей, а на создание новых спортивных объектов – 833 миллиона. Алан Загоев отметил, что большое внимание уделят и вопросу развития национальной экономики. Северная Осетия в следующем году станет участником 14 государственных программ. В бюджете 2019-го на эти цели заложено около 3 миллиардов. Среди них на дорожное хозяйство 1 миллиард 800 миллионов, агропромышленный комплекс 697 миллионов, охрана окружающей среды 635 миллионов и на поддержку малого и среднего предпринимательства направят 111 миллионов рублей. Алан Загоев затронул и долговые обязательства перед федеральным центром. Первый заместитель министра финансов рассказал про плановые выплаты на ближайшие 3 года. Также Алан Загоев отметил позитивную тенденцию к снижению задолженности республики перед государством. Среди прочих вопросов к спикеру прозвучал и вопрос про завод «Электроцинк». Насколько сильно повлияет закрытие завода на бюджет республики? Налоговых и неналоговых поступлений, которые на данный момент в проекте республиканского бюджета на следующий год, она предусмотрена с учетом всех потенциальных рисков, которые могут сложиться при исполнении бюджета в следующем году, в том числе и прекращение деятельности данного предприятия. Да, конечно, чувствительно, но я думаю, что вполне справится республиканский бюджет в случае, если предприятие не будет функционировать. Михаил Ратманов назначен советником главы Северной Осетии по здравоохранению. Информация появилась в социальных сетях и на сайтах информационных агентств. Бывший министр здравоохранения Северной Осетии, который сейчас занимает такую же должность в Самаре, сам подтвердил эту информацию. Мы связались с ним по телефону, и вот как он прокомментировал свое назначение и то, чем именно будет заниматься. Вот это общественная должность, которая не предусматривает какой-либо заработной платы. А так для меня большая честь, что руководство республики решило и дальше использовать мой опыт. Это прежде всего реализация национальных проектов, в которых республика участвует активнейшим образом. Форум для молодых предпринимателей «Фарнык» стартовал во Владикавказе. Он собрал более 100 молодых ребят, желающих открыть свое дело. Это студенты республиканских вузов. Своими знаниями с молодыми людьми поделились представители экономической отрасли и власти. Главной темой встречи стали меры государственной поддержки предпринимателей. На форуме рассказали, как правильно подавать заявки на гранты и с чего начинать свое дело, а также о законах, защищающих права предпринимателей. Кроме того, бизнесмены поделились с молодыми людьми секретами собственного успеха. Организатором этой встречи стал молодежный парламент республики. Напомним, форум проходит в рамках Всемирной недели предпринимательства. Всю неделю молодежь, которая интересуется предпринимательством, ждут интересные встречи и образовательные мероприятия. Отметим, Всемирная неделя предпринимательства – это международный проект, охватывающий 165 стран. Я пришел на форум молодых предпринимателей, чтобы услышать что-то новое для себя от наших перспективных предпринимателей и услышать их историю успеха, выявить для себя что-то новое. У меня есть кое-какие идеи для будущего бизнеса, и я пришел сюда, чтобы услышать что-то полезное. Судя по количеству людей, которые сегодня посетили данное мероприятие, мне кажется, мы сделаем этот форум ежегодным. Это и студенты, и предприниматели, и молодежь со всех районов республики. Я хочу сказать то, что мы хотели, чтобы именно районы были активно представлены в данном форуме, потому что все-таки в селе молодежи работать все-таки тяжелее. В этом году в физико-математическом лицее-интернате Владикавказа начал работу экспериментальный класс. Для 8 учеников из разных районов республики ввели круглосуточное пребывание в стенах школы. Весь день ребята под наблюдением. В первой половине дня уроки, во второй – факультативы. Ну а после ученики отдыхают в спальном корпусе. Как работает нововведение и как ребятам из сел попасть в лицей-интернат, выяснял Хетак Плиев.
Особый интерес к точным наукам у Аспара Дзукаева с раннего детства. Уже в начальных классах мальчик понял, хочет более углубленно изучать математику и физику. 2 месяца назад смог реализовать свое желание. Сейчас он учится в Республиканском физико-математическом лицее-интернате. Здесь же и живет. Говорит, с будущей профессией уже определился, хочет стать инженером. Когда мне сказали, что я буду сдавать тест, чтобы попасть в РФМЛИ, то я удивился. Мне сразу на ум пришли такие мысли, что вот я попадаю в школу, которая входит в топ-150 школ России лучших. Мама не хотела меня отпускать, я ее уговорил. Она сказала, ты слишком маленький, тебе еще 12 нету даже, куда ты идешь. Но я сказал, что я справлюсь. Аспар Дзукаев не единственный ученик экспериментального класса. Вместе с ним точные науки познают еще 7 человек из районов республики. Они сдали специальный экзамен, чтобы попасть в этот класс. Также во всех районах Северной Осетии есть опорные школы, в которых для учеников с 3 по 6 классы работают математические кружки. Если дети покажут высокие результаты к 7 классу, их могут взять в лицей без дополнительных экзаменов. Уроки в классе тоже особенные. Ребята решают задачи, которые не входят в обычную школьную программу. Занимаются с детьми преподаватели, которые прошли специальный курс повышения квалификации. Конечно, у нас программа отличается от школьной программы. Здесь мы разбираем именно логические задания, которые обычно на уроках не хватает времени на решение таких задач. И ребятам бывает очень интересно. Даже иногда они остаются после занятия, чтобы доделать какое-то задание. Иногда приносят задание и домой. Поэтому я считаю, это очень большая помощь и очень большая работа, которая поможет выявить действительно талантливых детей и поможет их раскрыть далее. Проект развития математического образования заработал в республике в мае этого года. Сейчас в каждом районе республики есть опорная школа. Их 8. Всего в них занимается более 500 школьников. Эффект уже виден, то, что дети увлечены математикой, заняты математикой. Родители тоже общаемся с родителями, спрашиваем, и тоже очень нравится этот проект. Они приводят детей с удовольствием. К сожалению, не все родители еще получили эту информацию, что есть такая возможность ребенка определить в кружок по математике. Поэтому, надеемся, позже и кружки у нас пополнятся в полном объеме, будут работать по количеству детей даже. Раньше в лицей-интернат принимали учащихся по социальному статусу, детей из малообеспеченных или нуждающихся семей. Сейчас сюда попадают ребята, которые показывают наилучшие результаты в математике. Пока в лицее действует только один экспериментальный класс. Для его учеников отремонтировали комнаты, оборудовали зону отдыха. Здесь все красиво и удобно. В следующем году здесь планируют открыть еще 2 экспериментальных класса. Если же детей из районов республики будет больше, чем свободных мест, то классы могут расширить еще. Главное, говорят руководители проекта, чтобы дети хотели учиться. Хетак Плиев, Алан Суанов, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Изделия из бронзы, графические рисунки, ювелирные украшения. В выставочном зале Владикавказского художественного училища имени Азанбека Джанаева состоялось торжественное открытие выставки. Экспозицию посвятили 45-летию со дня основания училища. Здесь представлены работы преподавателей и учеников училища, а также выпускников, многие из которых стали выдающимися художниками. Произведения выполнены в различных стилях и направлениях изобразительного искусства, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В открытии выставки принимали участие бывшие директора училища, выпускники и преподаватели, а также представители Министерства культуры Северной Осетии. Мы работали над стилизацией органической формы, то есть жука, и делали это все из бумаги. То есть мы работали над эскизом долгое время, вырезали с картона и клеили, и получилось рельеф такой. Сегодняшняя выставка, она имеет такую задачу познакомить зрителя с тем, как мы живем, что мы делаем, что творим. И здесь вы можете увидеть и работы первого выпуска. Хотим познакомить зрителя с нашим творчеством, какие отделения у нас. У нас 3 отделения. Изначально они так и были: дизайнерское, живописное и декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.
Первый национальный турнир по ММА «Ирон Легион Трофи» состоялся. Определились и победители. Дворец спорта «Манеж» принял лучших бойцов Северной Осетии и стран зарубежья. Спортсмены боролись за 7 кубков и 3 титульных пояса. За поединками следил наш корреспондент Марат Гогаев. Он расскажет о самых ярких моментах турнира. Просто публика ревет, поддерживает Ибрагима, и он стучит. Сдается, нет. Эту победу все ждали с нетерпением. Ибрагим Тибилов, чемпион первого международного турнира ММА «Ирон Легион Трофи». Технический нокаут на второй минуте поединка. И вот чемпионский пояс у своего хозяина. В своей победной речи слова благодарности и надежда на лучшее. Завтра наш здоровый образ жизни – это не только спорт, это наша чистая экология. Мы от лица молодежи и от Северной Республики Северная Осетия просим все вместе, мы с вами, мы против смерти, мы против электроцинка. Наши предки были воинами, мы сегодня воины. Завтра наше поколение младшее будет воинами. И как бы наше тело не было сломлено, дух барса непобедим. Ирата! Розма! Еще один титульный бой. На ринге наш земляк, чемпион Махарбек Каргинов. Его противник, чемпион из Камеруна, Ибелки Бесу по прозвищу Палач. Бой закончился, не успев начаться. Досрочная победа Каргинова. Сдается? Да ладно, вот это да! Вот это да! Просто удивительно. Да, как же... Молниеносная победа нашего бойца. Болельщики в один голос твердили, это пример того, что дела важнее слов. Мое дело не много болтать, а выходить в клетку и показывать то, что я день ото дня отрабатываю. И я вышел, показал это, а дальше я проявил к нему уважение. Он уважения ко мне не проявил, но я на него не обижаюсь, у них другой менталитет, у нас другой менталитет. Не обошлось и без поражений. Наш земляк Чермен Кобесов уступил своему противнику из Москвы. На 20-й секунде первого раунда Вадим Сулейманов одерживает победу нокаутом. Я не ожидал, что на самом деле, что так рано. Я вообще подумал, что я слишком голову низко опустил. Вот. То есть я подумал, что-то не так пошло. Потом он упал, и я понял, что это называется попал. Вот. Вслед за Эльбрусом Тидеевым, одержавшим победу техническим нокаутом в первой поединке вечера, успеха добились и наши другие бойцы. Все как-то очень быстро закончилось, к сожалению. Я сделал рычаг локтя, толком показать ничего не успел. Хотели перебить его стойки, получилось, как вы видели. Рассчитывали на 15 минут, хотели зрелище показать, но... Эти бои любители смешанных единоборств запомнят как самые быстрые. 9 побед в 10 боях. Все спортсмены выложились по максимуму. Первый турнир Первой Остинской бойцовской лиги завершился для наших бойцов удачно. Марат Гогаев, Георгий Гасиев, Чермен Цураев. Новости Осетии. Открытый чемпионат республики по самбо завершился в Беслане. Соревнования приурочили к 80-летию основания Федерации самбо России. В турнире приняли участие около 80 человек. Спортсмены состязались в 9 весовых категориях. Все победители турнира войдут в состав сборной Северной Осетии и представят республику на региональном турнире. Он пройдет в Нальчике. По словам организаторов, в последнее время самбо набирает большую популярность. 8 лет назад по инициативе Министерства образования и науки России был запущен проект «Самбо в школу». В Северной Осетии этому виду спорта тоже уделяют особое внимание. Хотели бы поблагодарить нашего главу республики Битарова Вячеслава Зеленхановича, который оказывает всяческую поддержку нашей федерации. Большое спасибо. Также хотел бы сказать большие, огромные пожелания для наших спортсменов, которые сегодня созданы все прекрасные условия для того, чтобы они достигали определенных спортивных высот. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи.